Атлас профессий, топ востребованных специальностей будущего, профориентационные игры и тесты для определения способностей – все это теперь доступно учащимся в ресурсном центре при школе номер 3. Он работает с 2018 года на весь муниципалитет, но прежде охват был недостаточный. Мы могли протестировать тогда 11 классы, человек 200, наверное, и 9 классы, точно так же человек 200. То есть 400 человек. Нас это не устраивало, мы понимали, что мы должны все-таки что-то сделать. И таким средством для достижения цели для нас таки явился проект «Народный бюджет». В рамках проекта для центра закупили 3 ноутбука, многофункциональное устройство для распечатки результатов тестов и лицензионные системы 4 видов. Каждая программа предлагает эффективные методики всестороннего анализа личности подростка. Результаты тестирования также представляются в бланковом варианте. Здесь представлены и диаграммы, и списки рекомендуемых профессий, и, что немаловажно, представлены даже предметы, на которые учащимся стоит обратить внимание для освоения той или иной профессии. Это уже второй этап усовершенствования Центра профориентации на средства народного бюджета. Проект не теряет актуальности и требует развития, поскольку проблема выбора профессии возникает у многих выпускников. Грамотная профориентационная работа призвана решить ее комплексно. Сегодня мы действительно хотим, чтобы умные, талантливые ребята, все-таки, получив, может быть, даже профессиональное образование не на территории нашего региона, но все-таки возвращались и оставались здесь, на территории нашего города, нашей республики, в первую очередь. Бесплатные тестирования в ресурсном центре будут доступны для школьников, начиная с 7 класса. Именно с этого возраста результаты подобных проверок становятся наиболее информативными, говорят специалисты. Причем тесты будут доступны и в онлайн-формате, для тех, кому сложно приехать и пройти их лично. Примечательно, что приобретенное оборудование будет работать для школьников всего города. И важно, что им не обязательно будет приходить сюда для прохождения тестирования. А вот интерпретировать результаты должен психолог профориентационного центра или школы, где учится тестируемый. Кроме того, консультации по выбору будущей профессии проводят и для родителей выпускников. Зачастую их этот вопрос волнует больше, чем самих подростков. Иногда наша задача состоит в том, чтобы провести работу с родителем, для того, чтобы объяснить ему современные тенденции выбора профессии, а именно о том, что сейчас уже нет такого, что выбираешь одну профессию на всю жизнь, и это вот какой-то такой витальный выбор, который вот просто решит твою судьбу. Что сейчас многие профессии, они на стыке наук. Усовершенствование Центра профориентации – первый и единственный проект народного бюджета в отрасли образования, реализованный в Ухте в этом году. В следующем претендовать на реализацию будут еще 4. Виктория Науменко, Павел Лагутин, Юрган, Ухта.